Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Педагогическое мастерство. Это хорошая площадка для обмена опытом. В Грозном проходит региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года». Трогательное поздравление. В преддверии 8 марта в Центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провели праздничное мероприятие. Пример женского мужества. Расскажем о матери защитников Родины, которая поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. Состоялось совещание под председательством Магомеда Даутова. Главной темой обсуждения стали меры по снижению безработицы и развитию рынка труда. Положительные изменения принесли значительные результаты. Создано 1000 новых рабочих мест. Безработица падает, а контроль за расходами становится прозрачнее. А что конкретно делают для трудоустройства жителей, расскажет Рамзан Абуев. Уровень безработицы снизился до 3,5%. Благодаря программе содействия занятости с начала года трудоустроено почти 9000 человек. Создание рабочих мест и легализации трудовых отношений – первый вопрос совещания председателя правительства Магомеда Даутова. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, правительством Чеченской Республики ведется работа по созданию рабочих мест, легализации трудовых отношений и снижению доли теневой экономики. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда. Для исполнительных органов и органов местного самоуправления установлены контрольные показатели по созданию рабочих мест и легализации трудовых отношений, исполнение которых находится на постоянном контроле у главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Кроме того, для повышения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чеченской Республики были даны поручения по установке контрольных кассовых аппаратов всеми субъектами предпринимательской деятельности. Рынок труда охватывает 407 тысяч застрахованных работников. В бизнес-секторе действует 32,5 тысячи компаний и предпринимателей. Еще 156 тысяч человек работают в статусе самозанятых. Комплексные меры по развитию рынка труда до 2030 года реализуются согласно правительственной дорожной карте. В результате реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, по итогам 2025 года в Чеченской Республике наблюдается положительная динамика, в том числе перевыполнение по показателям. Количество созданных рабочих мест – 4673 рабочих места. Целевой показатель по выявлению теневой занятости – человек 14 922 единицы. Перевыполнение на 2000. По итогам 2025 года общее количество трудоустроенных и зарегистрированных в качестве предпринимателей составляет 19 646 человек. В прошлом году бизнес нарастил число платежных инструментов. Результат заметен в статистике. Объем безналичных операций вырос на 52% по сравнению с 2024. Учитывая, что в перечень субъектов предпринимательской деятельности, требующих установки платежных терминалов, были включены все направления экономической деятельности в республике, субпоказатели туристической сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений достигли 100%. Остальные показатели существенно выросли по сравнению с данными на начало 2025 года. Кроме того, по предварительным данным отделения Национального банка по Чеченской Республике, достижение комплексного показателя его посттерминалов и платежных операций доли безналичных платежей за товары и услуги в совокупном обороте розничной торговли, общественного питания и объема платных услуг, отражающего проникновение безналичной оплаты в субъектах СКФО за 2025 год по Чеченской Республике составило 144,6%.
Для внедрения кассовых аппаратов и терминалов безналичной оплаты в органах местного самоуправления сформированы рабочие группы. Разработана дорожная карта с целевыми показателями и перечнем комплексных мер. Так, за ноябрь 2025 года, это дата последнего мониторинга по установке ККТ, проводимого в ВНС России. В республике установлено 162 единицы контрольно-кассовой техники или плюс 2,44%. Рост установки ККТ за один месяц. Аналогичный показатель по СКФУ Российской Федерации в целом составил минус 0,4%. Это данные из дашбордов, которые формирует ВНС России для органов исполнительной власти регионов. В реестре незавершенного строительства числится 323 бюджетных объекта. Общая сумма вложений – 40 миллиардов. О работе по инвентаризации этих объектов и ведению профильного реестра доложил министр строительства, ЖКХ, топлива и энергетики Муслим Зайпулаев. 68 объектов находятся на стадии строительства. Расходы на реализацию по ним составляют 27,5 миллиардов рублей. 112 объектов введены в эксплуатацию. Расходы на реализацию по ним 9,8 миллиардов. И 118 объектов затраты на проект-сметную документацию. Расходы на разработку ПСД составляют 926 миллионов рублей. Из них по 85 проектам затратами в сумме 730 миллионов проводится работа, направленная на их последующую реализацию. И 33 проекта с затратами в сумме 196 миллионов. Данная работа нацелена на повышение прозрачности бюджетных расходов и систематизацию актуальной информации по всем строительным объектам. Масштабную ревизию объектов незавершенного строительства в республике начали в 2018 году, когда на балансе числилось 827 объектов. Ключевым механизмом управления стала межведомственная рабочая группа, которая сфокусировалась на оценке целесообразности завершения работ и формировании графика финансирования. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Состоялся финал всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин. Лучшие знатоки священного писания собрались в банкетном зале Ирсиде. Это был второй, более масштабный этап состязания в рамках проекта Women in Islam. Наш корреспондент побывал на торжественном событии. Ровно год назад в банкетном зале Ирсиде чествовали победителей первого всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин. А уже сегодня стены этого же зала вновь принимают лучших знатоков священного писания. Теперь уже в рамках второго, более масштабного этапа. До ифтара считанные минуты гости собираются, чтобы совершить коллективный вечерний намаз. К этому событию организаторы подготовились основательно. Изысканное оформление в благородных голубых тонах. Фотозона, украшенная цветами, мягкий приглушенный свет. Каждая деталь подчеркивает величие момента. Мероприятие вместе с руководителем проекта Хутмат Рамзановной посетили и остальные внучки первого президента Чеченской Республики. Айшат Табарик, Ашура и Эсет Кадырова. Встретили гостей сценкой двух девочек. В поэтичной форме они поведали о величии религии ислам и духовной значимости поста. Особое внимание уделили красоте и таинству ночи предопределения, времени, когда сердца верующих наполняются особым светом. Коран как этот свет. Поэтому Рамадан не просто про то, чтобы не есть и не пить. А про что тогда? Про возвращение к себе. Когда постишься, тело обретает покой. Когда читаешь Коран, душа наполняется светом. По-настоящему особенным вечер сделал нашид, написанный специально для конкурса. Его исполнили хранительницы священного Корана Ашура и Эсет Рамзановны. С приветственным словом выступила автор и руководитель проекта «Женщина в исламе» Хутмат Кадырова. Она отметила, что каждая девушка-хафиз – это огромная ценность для мусульманской уммы, и выразила свои надежды на то, что их количество в будущем будет только расти. В первую очередь я хочу сказать, что искренне горжусь каждой из вас. Все участницы этого конкурса – это бесценные сокровища нашей уммы. Вы доказываете, что на пути к знаниям нет ничего невозможного. Я помню, как в прошлом году
Третье место заняла девушка, которая вышла на сцену с ребенком на руках. Также в конкурсе участвовали незрячие девушки. Они доказали, что если сердца видят, то никакие другие преграды не помешают стать хранительницами слов Аллаха. Конечно, у каждой из вас своя уникальная история и годы тяжелого труда за плечами. Я как никто другой знаю, сколько сил вы вложили в этот путь. И сегодня я хочу подчеркнуть, что среди вас нет проигравших, вы носите в себе Слово Всевышнего. И пусть по милости Аллаха вы станете примером для маленьких девочек, чтобы эта ваша любовь к Корану и стремление к знаниям передавалась и дальше во благо нашей уммы. Прошел год, уровень конкурса стал выше, география шире. Отбор прошел в регионах по всей стране. Специальной комиссией Духовного управления мусульман Чеченской Республики был проведен заочный этап онлайн. В финал вышли 20 участниц. 4 марта в Грозном состоялся последний этап. Сертификаты об участии в конкурсе девушкам вручила лично Хутмат Кадырова. Магомед Хаджиева Хадижат, Республика Дагестан. Адинаева Марьям, Чеченская Республика. Исаева Айша, Чеченская Республика. С приветственной речью выступил советник главы региона муфти Чеченской Республики, председатель Координационного центра мусульман СКФО Салах Хаджи Межиев. Он также подчеркнул важность проведения таких конкурсов. ملدوخ نعمته إذن ملدوخ يعتاب وين مليوخ سيلا لوين يلا عصم فتشع كان توصي فتشع يو الله فرقت سبوشة ديل دنتع كجي بيش لوش دي صاحب الله بالله قرآن دقا عامل تغلى قرآن عمل يشبوش تغلى عجل ويوش يقيتر يركت يلخص بول بويا تغلى يرسن بول بلخش ووشا بيتش دنيا شراء أخذ قرآن عملش والله حتيقوش بقي فايدش بالش يرى نعمة شلوش. Настал самый волнительный момент вечера – объявление победительниц. Тройку лидеров открыла Ханифа Каюнова из Новосибирска. Она получила 300 тысяч рублей. Второе место и приз в 500 тысяч достался Зайнаб Элибиева из Чеченской Республики. Ну а заветное первое место и 1 000 000 рублей забрала опять же участница с нашего региона Айша Исаева. К слову, Айшат Исаева – студентка Российского исламского университета. Ректор вуза Абдурахим Мутушев отметил, что искренне горд за свою воспитанницу, чье усердие и вера принесли столь высокий результат. Такая победа не только личное достижение девушки, но и подтверждение высокого уровня духовного образования в республике. Sen mesela tolen bakna kan. Üç tolen bakan boş bu işi. Üç tolen koy bu işi bunda elçe silahında oran şey dık tüdülün aşkın boş boçer. Silahını tolen koy bir iş bu izi. Barkalıyız doş la بعد gaj bana ravuş tuxniyor şu ve mehkli yana hutmatna delre sunna halila. Dal mokşmer iliyeli. Также каждой участнице розыгрыша вручили по 100 тысяч рублей. В рамках проекта прошел конкурс на знание основ ислама, в котором приняли участие более 300 девушек. Главным призом были 10 путевок для 5 победителей Иома храма на Умру. И в этот день финалистки получили заслуженные сертификаты. Но это еще не все. Хутмат Кадырова приняла решение подарить еще 2 дополнительных сертификата на совершение умры. Самый молодой – 12-летний Аминат Зурабовне и самая старшая участница конкурса – 70-летней Асад Бимурзаевой. поездки еллер күйөкш сайхуча ордуан иштerduk дал качлер со тисатуш мел верк дал такой кылксик дели су кайх бош дуан иштурас такайх наксу. Сюрпризы на этом, конечно же, не заканчиваются. Старания участниц по достоинству оценила председатель судейского состава, преподаватель Корана в Дамаске Сафсан Аль-Мунаджид. Она выдала Айше Исаевой и Фатиме Ахмаевой из Чеченской Республики и Джазу официальное разрешение, подтверждающее, что ученик успешно освоил знания и имеет право преподавать. Девушки заучивали Коран днями и ночами на протяжении 2 месяцев. Это упорство восхищает, призналась Сафсан Аль-Мунаджид.
Для того, кто встает на благородный путь иджазы, крайне важно две составляющие. Ежедневный кропотливый труд над заучиванием аятов и безупречное соблюдение шариатских правил. Эти девочки стали для меня настоящим открытием. Я никогда не видела такой искренней преданности своему делу. Их дисциплина и серьезное отношение к каждому слову Писания восхищает. Они действительно заслужили эту награду своим упорством и чистотой намерений. Все призы были предоставлены региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Несмотря на то, что выиграли не все, участницы признаются, для них этот конкурс стал хорошим опытом. Девушки выразили искреннюю благодарность организаторам в лице Хутматы Рамзановны за уникальную возможность проявить себя и стать частью такого масштабного торжества. Желаю, чтобы каждый год такое было, чтобы все укрепили знания. Это очень большая польза для нас. Большая благодарность Хутмат Кадыровой, потому что такая шикарная организация, очень красиво все организовано, такое внимание к каждому участнику, экскурсии проводились. Очень все понравилось, очень бережное, внимательное отношение к каждому человеку. Масштаб события подчеркнули и многочисленные гости, прибывшие из самых разных уголков России. Они отметили особую значимость конкурса для духовного просвещения населения. По их словам, вечер прошел на высшем уровне. Безумно благодарна за приглашение, потому что для нас это большая ценность. И я думаю, что для каждого человека, причастного к исламу, это большая ценность, когда такая идет популяризация ислама, когда в сердца закладываются истины через Коран. Для нас это искренне, очень тепло и дорого. По поводу организации мероприятия отдельная благодарность. Все на высшем уровне. И это очень радует, что ислам показывается таким красивым. Это огромный вклад в популяризацию религии, ислам среди женщин, в том числе, потому что женщинам всегда некогда, они в заботах о детях, о семье, в быту, и им всегда кажется, что они, было бы время, я бы выучила Коран, суру читать на арабском, но опыт показывает, когда ты начинаешь изучать ислам, у тебя действительно и времени больше бывает, и ты все делаешь гораздо быстрее и организованнее, потому что Аллах дает тебе баракат во всем, и у тебя все получается. Я провела очень теплый, хороший вечер, организация на высоте, и желаю всем нашим участницам блага, Women in Islam давно перестал быть просто конкурсом. Он превратился в движение, объединяющее регионы, а количество знатоков Корана среди женщин продолжает неуклонно расти. Стоит отметить, что это не единственное мероприятие проекта. Они круглый год проводят различные мастер-классы и выпускают сборники. Проигравших здесь нет, ведь главная награда для каждой участницы – это тот свет и мудрость, которые теперь хранятся в их сердцах. Проект «Женщина в исламе» в очередной раз доказал. Духовные ценности и стремление к знаниям – это то, что объединяет нашу большую страну. Медина Мударова, Седемин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Лучшие воспитатели республики борются за звание сильнейшего. В Грозном проходит профессиональный конкурс «Воспитатели года», где педагоги продемонстрировали свое мастерство на практике. Продолжит Рабия Ткайтеева. Уже 5 лет Амира Эрсунукаева посвящает себя дошкольному образованию. Работа с детьми, как призналась женщина, ее настоящее призвание, вне которого она себя и не видит. Именно это чувство привело ее на всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года» уже во второй раз. В каждых дошкольных учреждениях, в каждом саду есть свои определенные методики. Мы меняемся опытом работы. Есть участницы, у которых намного больше стаж. Я считаю, что это очень хорошо. Я могу набраться побольше опыта, даже если не выиграю. Я бы хотела поучаствовать. Как говорится, главное не победа, а участие. Сегодняшнее конкурсное испытание звучит так. Педагогическое мероприятие с детьми. Это открытый урок, где конкурсантам необходимо подтвердить высокий уровень своего профессионального мастерства на практике. Оценивают участников опытное жюри. Что касается педагогов, это самый значимый конкурс «Воспитатель года» не только у нас в республике и по всей России. Он самый значимый. Конечно, какую цель он преследует? Прежде всего, это хороший толчок для стимулирования
плане саморазвития этого педагога. Это хорошая площадка для обмена опытом. Они узнают друг друга, они обмениваются самыми хорошими практиками. Это необычайный опыт, это повышение квалификации прежде всего каждого педагога. Однако самое главное в этом испытании для воспитателей – увлечь маленьких зрителей. Дети узнают новые факты о своей большой родине, проходят увлекательные путешествия и переносятся в мир сказок. Мне понравилось играть в мячики. Мне понравилась воспитательница. Она была добрая и интересная. Эксперты отмечают высокий уровень участниц. Они представили авторские разработки и нестандартные формы подачи материала. Каждое занятие отличалось продуманной структурой и четкой организацией, соответствующей современным требованиям образования. По итогам всех туров жюри определит финалистов, которые продолжат борьбу в заключительном этапе. Дальнейшее задание конкурсанток – это мастер-классы, которые пройдут на следующей неделе. А результаты муниципального этапа будут известны в конце этого месяца. Рабиат Гайтиева, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова ученики устроили настоящий праздник для своих матерей. Песни в их исполнении стали искренним поздравлением с Международным женским днем. Яркие эмоции и незабываемые впечатления в сюжете моей коллеги. Международный женский день – это праздник любви, благодарности и весеннего настроения. Песни, стихи и музыкальные номера подготовили дети Центра образования для самых близких им людей. И с этой задачей они справились на отлично. Трогательные и яркие номера радуют гостей, а выступления маленьких девочек вызывают улыбки и восторг. Мама, ты моя звезда, пусть мой ярко освещаешь. Так хочу я, чтоб сбылось все, о чем мечтаешь. Воспитанники Центра образования каждый праздник готовят масштабно и красочно. Стихотворения, милые пожелания звучат из уст самых маленьких детей и затрагивают сердца матерей. Пусть этой весной в вашу жизнь придет радость, вдохновение и новые успехи. Дальше дагу лёг, что ты не качествуешь, что ты алдоешь шумасу. Красивые наряды, искренние улыбки и прекрасное исполнение делают этот день особенным. Для мам это, без сомнения, самый дорогой подарок. Мамочка учит любить, ты мое сердце в груди, я с тобой навсегда. Мамочка учит мечтать, за руку буду держать я всегда. Мероприятие завершилось трогательной песней, посвященной мамам, которую исполнили ученики 4 класса. Среди исполнителей внук первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Абдуллах. Ученики от всего сердца поздравили дорогих женщин, даря им радость и искренние пожелания. В первую очередь Дэна поздравить Нана и Жри Масуд мероприятие Хазер. В первую очередь я поздравляю свою маму, свою бабушку, свою учительницу и своих подруг. Желаю счастья, чтобы никогда не грустили, чтобы жизнь была полна радости. Поздравляю всех мамочек с 8 марта. Желаю счастья, любви и много-много радости в ней. Этот праздник – еще одно доказательство того, что в Центре образования дети растут талантливыми, чуткими, внимательными и благодарными. Любовь и забота, которую они дарят близким, делают этот день по-настоящему весенним и светлым. Мадина Кураева, Сайтамин Мусаева, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика.
Вице-премьер правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития региона Усман Баширов в преддверии Международного женского дня провел торжественную встречу с сотрудницами подведомственных учреждений. В мероприятии приняли участие около 40 социальных работниц, матери и жены чеченских бойцов и добровольцев, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. По поручению Рамзана Кадырова Усман Баширов поздравил женщин с наступающим праздником, поблагодарил их за воспитание достойных сынов Отечества. وما أروين تدوش مجنون برايز دوي تون تدوي أنا حقيقة تانتا إسوا دا لوش بلا بيجي نانوي يجي برا إيش باتش أخا ديقل برا أخا إشتا وباتش أخ سيت أخ ما سيت أخ إيش ديقل بيش إيش مر بيديا قوز حقيقة إيش توي محكي محبول ونانوش يجيش إمير بيرسيس كل شو تبع ريسبوليكا حق ونانوشنا ويجيشنا لوق تلقويو لا رمبو باتشوا محكداسا ومحكسنا ونانوشنا يجيش ليرن بيش متكتعدون الثانيات ومصر دام برازك حواس مارت خلول إذا دين إلوين دخول إذا ومحكنا أمان دال دوكار ودوحلة باتش عام هاش دال قبل فون كوجل خلاتير دام ناساش دوش دام بدرش وش حيوش إزايو إزي دال ديق اليوم إشتو محكبلا نانو يجي دال ديق البويل دال دقوبا بويلقش. На завершение встречи участницам были вручены ведомственные грамоты, конверты с денежной помощью от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также праздничные букеты цветов. Каждый раз ладьёр дук мусульман. Багдерг алдис дел рез хил алясун вепачан. Алхамдулилlah не голте дикхажушу самоешу хазнесан. Вы министр о эцуман семё той гладугушу каждый раз ху уешца уеш ишчан ладьёганук дел рез хил кан масанада мелкачан везндел дел рез хил. В преддверии Международного женского дня расскажем вам историю еще одной героини Журадат Бугаевой, мать защитников Родины, общественный деятель и опора для многих семей участников СВО. Моя коллега побывала у нее дома. 8 марта – это не только повод для цветов и комплиментов, но и день силы, которая кроется в женской хрупкости. В Чеченской Республике образ женщины всегда был неразрывно связан с честью и самоотверженностью. Сегодня наша история о той, чье сердце бьется в унисон с судьбой всей страны. Журадат Бугаева – мать защитников Родины, вдова ветерана Афганистана, для которой слово «патриотизм» – семейная реликвия. Это очень уникальный человек, которая, ну, скажем так, вообще не знает ни день, ни ночь, как говорят по-чеченски, вот, и без конца в движении пытается понять ситуацию, осмыслить, помочь всем, обхватить всю республику. Как она умудряется, я не знаю, откуда берутся у нее силы, но это человек просто... О таких людях говорят, что они находятся на своем месте. Это очень сильная женщина, это женщина, которая сопредельна с воином. Ее рабочий день не нормирован. Возглавляя региональный штаб комитета семей воинов Отечества и работая в Общественной палате республики, Журадат стала точкой опоры для многих семей. Сама она мать двоих сыновей, которые сейчас находятся на передовой специальной военной операции. Они выбрали путь воина, вдохновляясь примером отца. И когда пришло время встать на защиту Родины, Журадат не колебалась. А ведь воспитать мужчину значит научить его ответственности за свой дом и народ. зарплат луша قي تخالش حون غيرتا يبوغ بيش أحو هون هو بايد خل تنخ أولي تغنا سونا بايد تنخ خلش بيك ديل ريز خل ألر إبوكسون بايد هون دا تحن أدمنا صباحن دولش سيغو تن غنا قوستل خلشة سون تولدوكم ساعة سخيط ميلدوك باغم رزق خلرخة وتديل ريز خلرية آلر ريا قوتشون تاليكي تعدات توسونا ميلا سبولقي جيجر باقا ميلا قيدا نزق لوكسون اشت بركل سين أولشالج. Женщину в нашем обществе часто называют тихой силой. Своим примером Журадат Бугаева доказывает, что современная чеченка успевает все. Защищать интересы граждан, поддерживать бойцов на фронте и при этом оставаться хранительницей домашнего очага, ради которого совершаются подвиги.
С заходом солнца суета рабочих кабинетов сменяется теплом родного дома. Сейчас время священного месяца Рамадан, и Жарадат по традиции накрывает стол для ифтара. К ней в гости спешат соседи. Для них в этом доме всегда распахнуты двери. Неся на себе груз государственных задач, Жарадат сохраняет в себе мягкость и гостеприимство. Пока закипает чай и раскладывается еда, разговоры неизменно сводятся к одному – молитвам о мире и возвращении наших бойцов с фронта. Как одна семья кулула ашлута, так Жарадат окерти она уже около 40 лет до. Он лула ешь, хаштершью, то любой аур. Корматал ёршу, любой гулк дадаха, киетам боршу, любое время арздич, ардсхер ёршу. История Жарадат Бугаева – и это портрет современной женщины Кавказа. Надежный тыл, мудрость и бесконечная материнская любовь. В ее лице мы поздравляем всех женщин, чье мужество сегодня вдохновляет мужчин на подвиги, а страну на процветание. Лимда Джамалдинова, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. С 1 января этого года самозанятые в Чеченской Республике могут оформить оплачиваемый больничный через мой налог, госуслуги или лично в социальном фонде, просто выбрав сумму страхования и внести взносы. Ахмед Рамазанов расскажет все подробности. С начала этого года самозанятые имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Для получения оплачиваемого больничного фрилансеру необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай безработицы. Заявление о вступлении можно подать через мобильное приложение «Мой налог» на портале госуслуг или лично в клиентской службе социального фонда. После подачи заявления самозанятый выбирает страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия. Доступны два варианта – 35 и 50 тысяч рублей. Далее необходимо уплачивать страховые взносы ежемесячно, либо единовременно за год. Ахмед Цуцаев, узнав о такой возможности, сразу же подал заявку и считает, что подобная услуга довольно полезна. Как для самозанятого, мне лично эти меры поддержки помогли в сложные моменты, например, во время нахождения в больничном, но также это предполагает и не только в случае болезни получать эти выплаты, но и также во время карантина или же нахождения в стационаре или во время прохождения санаторно-курортного лечения. Тариф страховых взносов составляет более 3% от выбранной суммы. При размере 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составляет 1344, а годовой 16 128 рублей. А при количестве 50 тысяч ежемесячный платеж составит 1920, а за год 23 040 рублей. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает после 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Размер выплаты зависит от взносов и страховой суммы. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.